Это документ 18 века. Владикавказ еще не основан, но на его месте имеется надпись. Подскажите мне, что тут написано? Осетины? Может быть, где-то неподалеку Дзаук основывает 5000-летний Владикавказ? Нет, что-то не видно. Зато отлично видно надпись «Ингуши» и «Кисты». К тому же, вот этой вот линией отмечены их земли обитания. Удивительно то, что здесь они обозначены и на левом течении в том числе. А где тогда осетины? А они еще находятся значительно западнее. Осетинские беглецы, упомянутые в документах, появятся здесь позже. Вот еще один, только уже после основания Владикавказа. Здесь еще существует ингушский аул. Вплоть до нынешнего Беслана имеется надпись «Ингуши», а к югу от Владикавказа обозначены Кисты. Как видите, местоположение четко сочетается со всеми исследованными сегодня документами. На карте, созданной за год до основания Владикавказа, нам любезно поведали, кто же там жил. Давайте внимательно изучим эту надпись. Дзау-Джикау? Нет. Может быть, поселение Дзауга? Тоже нет. Здесь написано «Ингушевские деревни». И чтобы вас долго не мучить, последний документ на сегодня, но он стоит больше, чем все остальные вместе взятые. Почему? Потому что создан по сути теми же военными, что и основали Владикавказ, в год его основания. Тут даже еще осталось изначальное название – Владыкавказ, а под ней ингушский аул Заульков, а возле него надпись с названием настоящих хозяев и жителей этой местности – ингуши. Надпись оставлена свидетелями и теми, кто возводил Владикавказ.